В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 22 апреля? Небо под контролем. В первую очередь, диспетчер должен обладать хорошим здоровьем, знанием английского языка. Расскажем о работе авиадиспетчера, контролирующего движение воздушного транспорта. Забота о здоровье. Все, независимо от возраста, проходили диспансеризацию и профосмотры. Чеченские врачи проходят диспансеризацию, что входит в комплексную программу медобследования. Олимпиада возможностей. Молодые мастера будут соревноваться на различных учебных площадках региона. В Грозном стартовал региональный чемпионат Обилимпикс для людей с дополнительными потребностями здоровья. Сколько номинаций в программе? В Сумском направлении ВСО предпринял попытку прорыва через государственную границу, однако был остановлен спецназом Ахмат Министерства обороны России. Об этом сообщил глава Чеченской Республики. В своем телеграм-канале Рамзан Кадыров отметил, что бойцы группы АИДа провели упреждающее минирование, что позволило сорвать вражеские планы. Боевая бронемашина противника подорвалась на минном заграждении, а затем была добита точным ударом с дрона. Попытка эвакуации обернулась для врага еще одной потерей. Техника уничтожена. Халатность к здоровью дорого обходится, рушит планы, требует трат на лекарства и временное лечение. Чтобы вовремя выявить проблемы, врачи Первой республиканской клинической больницы имени Ханбиева сами проходят диспансеризацию. Это комплексное обследование с участием специалистов разных профилей. Что именно включает в себя плановая проверка здоровья, расскажет Линда Джамалдинова. Обследование начинается с регистрации. На первом этапе проводится сбор анамнеза. Врачи заполняют анкету, в которой указывают свои жалобы и историю заболеваний. Данная инициатива направлена на профилактику болезней и раннее выявление возможных проблем со здоровьем среди сотрудников больницы и не только. Кардиограмму делаем, лабораторное обследование, холестерин, сахар смотрим. Делаем маммографию, это мы делаем на месте. Понемножку приезжают к нам, и мы проводим маммографию и флюорографию. Цитологическое обследование, онкомаркеры, гепатиты. Все входит в программу диспансеризации. Врачи третьей поликлиники Грозного проводят обследование медицинского персонала первой клинической больницы города. Руководящий состав вместе с сотрудниками учреждения проходит комплексное обследование. Им проверяют глазное давление, делают ЭКГ, а также берут различные анализы. Медсестра накладывает жгут на руку, прокалывает вену стерильной иглой, собирает кровь в пробирку, после чего она отправляется в лабораторию для выявления результатов. Диспансеризация – это важный инструмент в системе здравоохранения, который помогает предотвращать болезни и своевременно получать необходимую медицинскую помощь. В своем обращении к жителям региона главный врач больницы Муслим Шипиев отметил, что здоровье – это основа благополучия, и регулярные проверки помогут каждому сохранить его на высоком уровне. Он призвал всех граждан не игнорировать такую возможность и последовать их примеру. У нас в республике такая вот плохая черта, что в медучреждения обращаются очень поздно. Хотелось бы попросить наших жителей, чтобы они все, независимо от возраста, проходили диспансеризацию и профосмотры. Поэтому для нас это очень важно. В учреждении насчитывается более 1000 медицинских работников. Больше половины уже прошли диспансеризацию. Итоги обследования можно будет узнать на портале госуслуг. Такие профилактические мероприятия проводятся ежегодно по всей стране в рамках государственной программы здравоохранения и доступа для всех граждан. Линда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Безопасность полетов – приоритет номер один. Как и на дорогах, в небе действуют строгие правила, а за их соблюдением следят авиадиспетчеры. Именно они сопровождают каждый самолет от старта двигателей до посадки. Расскажем, как устроена эта ответственная служба в Грозненском аэропорту и почему знание об этом поможет развеять страхи перед полетом. Репортаж Валентины Гусевской о дирижерах крылатых машин.
Обеспечить безопасность тысяч пассажиров – главная задача авиадиспетчера. Саид Хусейн Исламов в профессии 30 лет. Однако до сих пор каждый день как первый. Ежедневно новые непредсказуемые ситуации и серьезные требования. В первую очередь диспетчер должен обладать хорошим здоровьем, знанием английского языка. И плюс психологически он должен быть уравновешенным. Память иметь хорошую желательно. В случае отказа основного или резервного оборудования человек очень много информации должен держать уже у себя в голове. Авиация не только средство передвижения, но и сложная система. В международном аэропорту Грозный Северный имени Ахмата Хаджи Кадырова работает команда профессионалов. На их мониторах непонятные обычному человеку схемы и графики. Чтобы их расшифровать, необходимы специальные навыки. Обеспечение безопасности полетов. Своевременный выпуск, прием воздушных судов. Чтобы у нас не было скоплений как в воздухе, так и на земле. Авиадиспетчеры сопровождают самолет на взлете и посадке и контролируют все воздушные судна на территории региона, вне зависимости от аэропорта вылета. Спецсредства маломобильные приняли, у вас 5-я стоянка до посадки. Наземный диспетчер Малика Ахмаева сопровождает самолеты на аэродроме. Именно она контролирует их дозаправку, инженерное обеспечение и даже уборку салона. Мне очень нравится, и не знаю, на что бы я поменяла. У нас люди должны быть терпеливые друг к другу, потому что мы работаем со всеми службами аэропорта, вежливые. Ежедневно международный аэропорт Грозного принимает сотни пассажиров, а в ближайшее время их количество увеличится за счет нового, который сейчас находится в стадии строительства. Валентина Гусевская, Зарина Халикова, Сайдселим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Доме печати состоялась церемония награждения победителя конкурса «Сананы Нохчичу», организованного республиканской газетой «Даймохк». Школьники и гимназисты писали сочинения о любви к родине. По итогам конкурса третье место разделили Малик Гаплаев и Суряна Цуцаева. Серебро досталось Хадидже Исаевой, а победителем стал Джалил Салтамурадов. Все юные таланты получили заслуженные дипломы и подарки. Я описал путь, который Грозный прошел на восстановление после войны. Для того, чтобы написать это сочинение, пришлось изучить множество разных статей, одними из которых были статьи Сулаева, Мухаммада, множество статей других писателей, а также пришлось изучить историю нашего чеченского народа. Я не думал, что у меня получится занять первое место, но я очень рад, что получилось, и я не зря старался. Обилимпикс в Грозном открывает новые горизонты. 11-й региональный чемпионат профессионального мастерства собрал людей с дополнительными потребностями здоровья, готовых показать свое мастерство. 21 команда, 17 компетенций и специализированные площадки. Это настоящая олимпиада возможностей. Торпал Али Тайсумов разбирался в деталях конкурса. 11-й региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс-2025» вновь привлек внимание молодых талантов, обучающихся в местных учебных заведениях. Гостями мероприятия стали Министерство образования и науки субъекта, а также руководитель центра «Обилимпикс» Дина Макеева и делегаты из регионов страны. Хошбауди Дааев в своей речи рассказал, что с каждым годом количество участников и направлений развития становится больше и больше. Это большая проделанная работа. Вместе с тем мы знаем, что есть куда и к чему стремиться по той формуле, которая ведет и должна вести нас к успеху, к позитивным таким результатам, победителям, призерам. Но главное – это то взаимопонимание, которое есть. Это главное дань уважения, отношения к этим нашим ребятам, к этим нашим детям, которые относятся к категории особых детей. Мы должны делать все возможное и даже порой невозможное, чтобы эти дети чувствовали в обществе себя максимально достойными членами, равноправными, равноценными членами общества. Это с вами главная задача. И, конечно же, задача этого чемпионата, чтобы эти люди
эти дети, наши студенты уже защищали свои знания, получали свои знания, сравнивали свои знания, боролись за достойное место среди всех остальных, получали и образование, и, конечно, в последующем соответствующее достойное трудоустройство, оплату и так далее. Да, мы к этому будем стремиться. 21 команда будет соревноваться по 17 компетенциям на 18 специализированных площадках. Большинство из них расположены на базе Чеченского государственного колледжа. В ходе церемонии на сцене исполнялись песни, звучали стихотворения. Славный мастер на все руки может платье шить и брюки. Все своей иглой стальной ловко нам сошьет портной. Айдима Ханакаева, студентка Чеченского базового медколледжа, гордится тем, что может принять участие в большом мероприятии и принести пользу себе и другим. Участвую в 11-м региональном чемпионате Обилимпикс по направлению медицинский социальный уход. Мне очень понравилось мероприятие, здесь много эмоций, я рада здесь участвовать, присутствовать. Также я рада, что людям с ограниченными возможностями предоставлена такая возможность проявить себя и свои силы. В соревновании охватят все категории инвалидов. В списке профессий значится уже более 50 наименований. В течение 3 дней молодые мастера будут соревноваться на различных учебных площадках региона. Каждого участника ждет практическое задание, где они должны продемонстрировать свои умения и навыки. Турпа, Лолита Исумов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова состоялась презентация книги Гилани Даудова «Дега Басти». В сборнике стихов поэт искренне пишет о любви к родине и родному языку. Поздравить автора с этим важным событием собрались представители республиканской власти, коллеги по Перу, друзья и многочисленные ценители его творчества. Гости выразили слова восхищения глубиной и лиричностью стихов. بيتي تقولر زي ديج بعستيو سويقع تيمنش دايما وقتنا دوتقل بيزم دينا لاتنا اشتيو يعني تيمنش قولر بعدك بيت شازيش والديك خنير ويزرهم سيوز بريتدات الوجيلسة علم هذا اشتاق قولر اريو قريور يروي الله سوي ال خسقية ترتس يول بيت شوش تيهور تعب قولر هينس اريو الله دال مع يو زامن شواقي خلال ساتيوس. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.